1 сентября текущего года в нашей стране вступили в силу изменения в законе, регулирующего сферу пассажирских перевозок. Теперь законодательно закреплены 4 вида пассажирских и грузовых перевозок на территории России. Это регулярные перевозки пассажиров и багажа, перевозки пассажиров и багажа по заказам, легковыми такси, перевозки грузов. Введен запрет на заключение договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности. Об этих изменениях собравшимся напоминает начальник межрегионального управления Ространснадзора по СКФО. Осуществляем перевозки по такому маршруту и продавать при этом отдельные места так нельзя. Это уже административная ответственность наступает. За одним столом представители Министерства промышленности, ГИБДД, прокуратуры и транспортные перевозчики. Слушания проходят в Министерстве промышленности и цифрового развития. Для Адама Кукурхоева это первое собрание в качестве руководителя ведомства. В целом работы я сейчас такие голословные или такие лозунгами говорить не буду. Сейчас буду погружаться, мы будем отдельно с перевозчиками встречаться. Я надеюсь, будем совместно работать, приходить к какому-то общему знаменателю. Но качество на сегодняшний день перевозок, оно хромает. Представитель Минпромышленности рассказал о совместных рейдах с ГИБДД. Их цель – обезопасить перевозку жителей республики на дорогах. У водителей проверяют наличие лицензии, страховки, путевого листа, печати, о технической проверке автотранспортного средства и медицинского состояния самого водителя. Во время рейдовых мероприятий выявлен ряд нарушений. Пользуясь случаем, я хочу довести до государственных перевозчиков, вот здесь 2 представителя у нас находятся, частных перевозчиков, что начиная с октября месяца указанные рейдовые мероприятия совместно с контрольно-надзорными органами и правоохранительными органами будут проводиться, и злостные нарушители будут привлекаться к соответствующей дисциплинарной и административной ответственности. Вплоть до того, если будет судебное решение, то будем отзывать выданные министерством карты и свидетельства на обеспечение пассажирских перевозок. Общая задача – сделать проезд в общественном транспорте удобнее и безопаснее для пассажиров. Водители, в свою очередь, рассказали, с какими проблемами в работе сталкиваются они. Карманчика нет, чтобы заехать. Фактически остановка есть, а остановки нет. Мы должны посередине дороги остановиться, высадить пассажиров. Озвученные вопросы внесут в протокол и направят соответствующим ведомствам. Также теперь федеральным органам предоставлены дополнительные полномочия по контролю соблюдения законодательства в сфере межрегиональных перевозок. Мы собирались и обсуждали вопросы взаимодействия для того, чтобы общими усилиями повысить уровень и безопасности перевозок, и уровень комфорта в этих перевозках. Считаю, что сегодня мы плодотворно пообщались, и многие вопросы намечены к разрешению. Основной закон транспортной сети – безопасность. Именно этому вопросу уделили особое внимание на публичных слушаниях. Зарема Ивлоева, Молдгери Ахильгов, Магаз 24.